видеть молодежь, которая пришла нас поддержать. Танкисты – это поколение, которое, к сожалению, осталось в прошлом, но мы эту традицию держим, храним, ценим то, что мы прошли, стараемся поддерживать друг друга. И сегодняшний день, он знаменательный тем, что мы собираемся не первый раз, и нас сегодня около этого памятника мы в небольшом количестве, наши друзья, товарищи отмечают и в Чедерлунге, и в Вулканештах, и в Кагуле, и в Кишиневе. Мы их морально поддерживаем, конечно же. Хотелось бы сегодня, перед тем, как начать наш маленький митинг, почтить минутой молчания тех, кто погиб в Великой Отечественной войне, кто погиб после нее, танкисты, которые также мы считаем нашими близкими людьми, которые также внесли свою лепту в осуществление какой-то программы танковых войск, воспитания молодежи. Поэтому прошу вас всех почтить минутой молчания. Спасибо. У нас уже второй год вот этот маленький пацаненок с нами вместе. Надеюсь, что на следующий год еще кто-то возьмите своих внуков, детей, правнуков, неважно, чтобы мы наши традиции они видели, чтобы эта память, которая остается и с нами вместе живет, она оставалась и дальше на будущее поколение. Потому что жизнь продолжается, к сожалению, года не вернуть, но, возможно, те, кто сегодня молодежь находится здесь, через много-много лет дальше будет продолжать наши действия, наши традиции. На самом деле это большая честь сегодня находиться среди вас. И я хотела бы поздравить вас, уважаемые танкисты, с этим праздником и пожелать вам моральных сил, крепкого физического здоровья, семейного благополучия. Оставайтесь гордостью для ваших семей, друзей, города и всей страны. С праздником! Сегодняшний праздник посвящается нашим всем танкистам. Их осталось немного, но они сделали очень большое дело для нас, горожан. Этот день – это память о тех людях, которые пожертвовали собой ради нас. И их нужно помнить и чтить, и не забывать об этом. Мы не должны забывать наши истоки, мы не должны забывать то, чем мы можем гордиться, и мы этим должны гордиться. Все должно быть в обществе на уровне таком, чтобы было не только какой-то негатив, мы сами должны делать положительные вещи в обществе. Мы должны уважать, повторюсь еще раз, нашу историю, передавать ее следующим поколениям, объяснять, подсказывать. Если мы помним, как в наше время к нам в школу приходили ветераны Великой Отечественной войны, рассказывали нам свои военные подвиги, свою военную службу в погонах, в окопах. Мы сидели с открытыми ртами, слушали. Сейчас, может быть, и мы что-то сможем передать молодому поколению, чтобы гордились нами, а мы гордились нашей молодежью. В школе нам объясняли, что освободитель был именно вот этот танк. Это наш памятник. Сегодняшний день для меня праздник. В 1989 году меня вызывает военкомат, майор вызывает. Говорит, там пригнали танк, надо его поставить на постамент. Говорит, молодые механики есть, говорит, никто в этом 34-ке не служил, не знает. А ты служил на 34-ке? Я говорю, да, я служил на 34-ке, говорю, иди, говорит, туда и помоги его поставить на место вот так. Я пришел сюда, и она стояла на территории пекарни. Там этот танк стоял. Потом взяли сюда, пригнали его и поставили на место. Тогда организатор был Шарафулин, тогда бывший ветеран войны
его уже нету. И вот так вот получается. Я что хочу желать? Я хочу желать всем танкистам здоровья, долгой жизни, благополучия, что в их семьях все было хорошо, и чтобы они были крепкие, как броня у танка. Я считаю, что это мой золотой день. Он мне нравится. Я посвящаю сегодняшний день этому празднику. И всем танкистам, кто носил шлемофон на голове, кто носил танковый комбинезон, погоны военные, знает, что такое МТ-16П, откликается на такие понятия, как мазута. Вот. Поэтому желаю только добра, счастья, любви, взаимопонимания в обществе, взаимопонимания в семье, быть настоящим защитником своей родины, уважать ту землю, где родился, любить своих близких и всего наилучшего. Хочу поздравить всех танкистов всего мира с таким знаменательным днем, пожелать здоровья им, их семьям, благополучия, чтобы все было хорошо у них, чтобы они также вместе собирались, также вместе не забывали и чтили все традиции те, которые были связаны с этим днем. А также хочу призвать всю молодежь не забывать то, что сделали для нас эти люди, что мы должны быть благодарны от всего сердца тому, что мы сегодня живем под мирным небом. И мы можем сегодня создавать семьи, мы можем спокойно жить, знать о том, что у нас есть завтрашний день, где мы проснемся, и все у нас будет прекрасно и хорошо. В честь Дня танкиста! Трехкратно ура! Ура!